На встрече, которая длилась более 3 часов, были затронуты практически все актуальные вопросы сегодняшнего дня. Это энергоснабжение, наличие рабочих мест в стране, деятельность майнеров, пандемия, образование и многое другое. Открывая встречу, Аслан Бжани выразил готовность ответить на все накопившиеся вопросы членов Общественной палаты и призвал их к откровенной беседе. Первое, с чего я хотел бы начать, это вопросы, связанные с угрозами, с внешними угрозами, в первую очередь, которые в последнее время приняли более очерченные формы. События, которые произошли в Карабахской республике, как они развивались и к чему они привели, это свидетельствует о том, что мир не остается незыблемым, в мире происходят процессы, мир не стал более гуманным, и, скажем так, вопросы обеспечения военной безопасности, они остаются на первом плане. С учетом нашего статуса, с учетом того, что мы не имеем договора мирного, с учетом того, что Грузия до сих пор считает Абхазию своей территорией, и значительное количество государств в этом с ними солидарны, вопросы военной безопасности выходят на первый план. В ходе встречи также обсудили и ситуацию в стране. Как известно, в Абхазии с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. В больницах все больше тяжело больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Существует нехватка рук, однако острые проблемы с дефицитом лекарств в медучреждениях нет. Государство в полной мере обеспечивает лечение стационарных больных, сказал Аслан Бжани. Вылечить одного больного там стоит несколько десятков тысяч рублей, от 25-30 до 50 до 60 тысяч. В зависимости, как протекает болезнь, стадия, там, объем поражения легких и так далее. Но вот на самом деле мы смело можем сказать, что 90% стоимости вот этого лечения покрывается за счет государства. Иногда бывает, что на каком-то этапе препарата нет, родственники покупают, такие факты имеют место, но большинство, значит, 90% расходов на себя берет государство. Количество мест, вы это знаете, об этом неоднократно говорили, стационарных мест у нас с определенным запасом. Вот сейчас, на этом этапе, с начала года всеми государством, частными лицами, общественными организациями, международными организациями объем финансирования, связанный с противодействием ковида, доходит 250 миллионов, было 260, 170 и 50, почти 500 миллиарда рублей. Это, значит, в нашем случае это существенные деньги, если это сравнить, сделать сравнительный анализ с нашей собственной частью дохода государственного, то это почти, эта цифра близка к 10%. Члены Общественной палаты не оставили без внимания и деятельность майнеров. Несколько лет тому назад деятельность майнеров в Абхазии была запрещена. Было постановление принято, деятельность запретили. Но это решение осталось в большинстве случаев на бумаге. Деятельность майнеров была запрещена, при этом ввоз оборудования не был запрещен. Люди завозили это оборудование. Есть учтенные данные. Как правило, скажем так, реальная картина, она еще сложнее, чем то, что удалось увидеть. Оборудование завозилось бесконтрольно, при том, что деятельность эта была запрещена, оборудование монтировалось, и люди занимались этим видом деятельности. Я сейчас вам скажу и еще раз повторю, надеюсь, это увидят наши граждане. Сама по себе эта деятельность, она, конечно, не носит преступного характера. Это не воровство, это не наркотики, это не коноплю выращивать. Но таких возможностей у нашей энергетики нет,
чтобы полстраны занималась этим видом деятельности. Был также затронут вопрос реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Аслан Бжаня, говоря о программе, напомнил, что еще в 2014 году между Абхазией и Россией был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в котором в частности сказано о формировании общего социального и экономического пространства между странами. Программа состоит из определенных пунктов, которые интересуют эти пункты. Программа формируется на основании, скажем так, вот этого большого договора и пункты. Пункты для рассмотрения, для изучения. Если в программе есть пункт прописан, что мы изучаем такой-то вопрос или решаем такую-то проблему, а там примерно такое толкование каждого пункта, это означает, что мы смотрим, изучаем и отстаиваем свою точку зрения. Приходим к единой точке зрения, если это возможно, желательно, или не приходим, вопрос остается открытым, решается, не решается. Все это исходя из интересов нашего государства, из интересов нашего союзничества, с учетом той обстановки, которая складывается в Абхазии и в целом на Кавказе. 9 декабря 2019 года из России на имя премьер-министра Валерия Абганба пришел документ – проект данной программы. Однако в проекте было несколько пунктов, которые вызывали повышенный интерес и беспокойство наших граждан. Например, об электроэнергетике. В части отмены положений, предусматривающих, что передающие сети Республики Абхазия являются государственной собственностью и не подлежат приватизации. Уже в утвержденной программе формулировка изменилась. Теперь она звучит так. Разработка и принятие нормативно-правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности Республики Абхазия. Разница ощутима, отметил Аслан Бжаня. Сегодня то, чем мы располагаем, электроэнергетика, это и сети, и подстанции, и распределительные сети, и генерация, все это принадлежит государству и не может быть приватизировано. Я согласен с этой точкой зрения. Там следующий пункт. Все, что будет строиться и будет иметь отношение и к генерации, и к распределению, все это должно принадлежать государству. А вот с этим я не согласен. Если кто-то строит новые объекты, он должен, я не знаю таких случаев, чтобы кто-то построил и подарил государству. Да. Я про такие случаи ничего не слышал. Другое дело, если инвестор создает генерирующие мощности, этим можно всегда воспользоваться, есть определенные правила. Вот эти вещи я считаю необходимым доработать. Все остальное, в принципе, для работы годится. Предположим, создание госкомпании «Абхазэнерго», в котором контрольный пакет акций 51% принадлежал бы государству, а остальное было бы участие частных лиц, включая иностранных. То есть вот эти 51% обеспечивались бы существующей системой, той частью Ингургэс, которая находится на территории Абхазии, включая 4 перепадных ГЭС на второстепенной речке, и наличием самих водных обильных ресурсов Абхазии. А все остальное можно было бы там, предположим, даже с участием российских компаний. Вот это, мне кажется, было бы идеально. Вы знаете, вот сейчас, когда мы посчитаем, сколько нам нужно денег на то, чтобы система работала в безаварийном режиме, и чтобы мы имели возможности расширения, потому как планируем жить дальше, развиваться, это дополнительные мощности. Как только станет понятно, о каких деньгах идет речь, мы будем думать, на каких условиях эти деньги привлекать. В целом, говоря о программе, Аслан Бжаня добавил, что документ живой и его можно корректировать и дополнять. Уже создана рабочая группа по ее реализации и будет увеличиваться число участников рабочей группы, добавил глава государства. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.